Это оазис в пустыне, в часе езды от города Кучер в уйгурской автономии. 2000 лет назад здесь было древнее уйгурское царство Куча, находившегося на пике своего могущества, являясь одним из важных центров шелкового пути. Здесь встречались купцы, монахи и ученые из Европы и Азии, а предки уйгуров создали процветающую торговлю на древнем шелковом пути и внесли неоценимый вклад в мировую цивилизацию, создав древнюю уйгурскую буддийскую цивилизацию. Пещеры Кызыла – загадочные, древние, полные историй. Здесь появляется группа людей, проникающих в тысячелетние пещеры, чтобы разгадать тайны настенных росписей. Группа реставраторов из научно-исследовательского института пещер Кызыла в уйгурской автономии собралась у вершин пещерных храмов, чтобы восстановить тысячелетние фрески, чтобы это сокровище прослужило человечеству еще дольше. Вот та, что была отреставрирована первой, ее уже можно открыть для посетителей. Нужно, чтобы эти дорожки были отреставрированы получше. Выбраны пещеры, где фрески сохранились лучше и где сама пещера немного просторнее. Туристы в отреставрированных пещерах ощущают очарование многотысячелетней уйгурской цивилизации. Сегодня, вместе с реставратором, нам посчастливилось войти в пещеры, находящиеся в процессе реставрации, чтобы вблизи увидеть сам процесс. Раньше сюда было трудно попасть, дороги не было, обвалы или случайные люди проникали сюда. Если за этим не следить, было бы много новых разрушений. Почему же эти древние фрески надо реставрировать? Пещеры Кызыла, врезанные в скалы между гор Мин-Кутак. 2000 лет назад здесь находилось крупное государство западного уйгурского края – Куча. Здравствуйте, а что вы делаете? Реставрируем, укрепляем. Вот эта часть, она уже почти отвалилась, и после того, как мы укрепим край с помощью глиняной смеси, она стала точно такой же, как оригинальная. А почему люди додумались вырезать и забирать их? По разным причинам. Например, с приходом ислама фанатики объявили джихад и варварски уничтожали всю древнюю доисламскую уйгурскую цивилизацию. А в начале 20 века западные археологи безжалостно вырезали и увозили оставшиеся драгоценные фрески в свои музеи и частные коллекции. Но эти фрески пережили империи, великих каганов и ханов, смену религий и государств. Это уже не просто разрушение, здесь явно видно, что это процарапано вот в этом месте на лице, а также трещины на статуях Будды. Это уже вопрос преднамеренного разрушения. Ветры и невзгоды истории проносятся мимо, фрески постепенно ветшают, в местах осыпаний и выцветаний скрыты тайны шелковой торговли, волны торговых путей со звоном верблюжьих колокольчиков, манящие воображение. Команда реставраторов прилагает титанические усилия, и каждое сохранение или восстановление первоначального означает возрождение еще одного фрагмента живой уйгурской истории. Когда завершаешь работу над одной пещерой, чувствуешь огромное удовлетворение, что восстановил древнюю историю своими руками. За все эти годы мы действительно чувствуем, что в пещерах, которые мы отреставрировали, общая сохранность изображений по сравнению с пещерами, где еще не проводилась реставрация, действительно находится в гораздо лучшем состоянии. Мы стараемся восстанавливать практически первоначальный вид древних фресок и законсервировать сохранившиеся. Мы определенно проделали довольно эффективную работу. Да, ваша работа великолепна. У реставраторов золотые руки, а в наши дни благодаря мощной поддержке новых технологий они могут еще больше замедлить бег времени. Современные технологии сильно продвинулись вперед. Помогают ли они вам в реставрации или в процессе исследований и разведки? В основном это происходит до начала реставрации. С помощью этого высокотехнологичного оборудования мы анализируем состав, структуру, элементы, определяем, из каких материалов это сделано, выясняем,
какие существуют типы повреждений и какие факторы на них влияют, чтобы для последующих работ по защите и реставрации иметь научное руководство. Нашу работу можно разделить на две основные части. Первая – это реставрация и консервация, а вторая – это исследовательская работа по сохранению. Некоторую информацию традиционными методами, кроме скрытой информации, включая то, что стало размытым или скрыто, обнаружить трудно. С помощью же таких технологических средств мы можем найти много необнаруженного ранее, но имеющего большую ценность. Вот это синий цвет, а это зеленый, верно. Но если посмотреть на анализ спектральных волн, можно заметить, что у них есть и некоторые сходства. Что это значит? Возможно, под синим цветом, который мы видим на фото, раньше был такой зеленый, и они могли смешиваться, поэтому их волновые характеристики могут быть схожи. Офис института – это второе место действия каменной реставрации. Только что ощутив мощь новых технологий, я снова прикована к густо исписанным записям о реставрации. Пользуясь случаем, я задаю самый животрепещущий вопрос. До того, как мы приехали на интервью, у нас всегда было одно заблуждение. Мы все время думали, что реставрация – это значит все это, подрисовать, восполнить, чтобы это стало целостным. Но на самом деле это не так. Правда. На самом деле это сохранение его в первозданном виде. То есть поврежденные места слегка заполняются, если это возможно, но роспись не наносится. Да, именно в этом и заключается наша работа по защите и реставрации, по сути, сохранение текущего состояния. На основе текущего состояния мы его защищаем, сохраняем, чтобы оно больше не подвергалось разрушению, не ухудшалось дальше и не развивались новые повреждения. Главная цель – сохранить это, передать потомкам. Под объяснение реставратора мы тоже немного освоили азы реставрации. Учитель лично ведет группу вглубь гротов, проводит практическое занятие по видам повреждений. Этот участок – пустота. Вот здесь, видите, здесь все пустота. Проверяем пустоту так, либо постучать, либо вот так. Нажать, он двигается. Да, внутри явно чувствуется движение. Вот этот участок, например, в критическом состоянии. И тот, который мы только что смотрели, тоже в критическом. В критическом состоянии мы делаем укрепление краев, а также закрепляем вот эту внутреннюю пустоту. Будем фиксировать. А вот это реставрировали 10 лет назад. А это фото до реставрации. Овладев теоретическими знаниями по реставрации, я, наконец, не удержалась и начала практиковаться. Учитель, я вижу, этот замес прекрасен. Какую оценку поставите? 100 баллов? Я считаю, что эта девушка справилась на все 100. Очень хорошая работа. Так радостно. Для каждой пещеры нужно взять образец ее оригинального грунта и провести анализ, чтобы посмотреть, каков в нем состав земли, сколько песка, сколько соломы. Затем, основываясь на пропорциях оригинального грунта, вы подбираете материалы для реставрации. То есть для каждой пещеры пропорции материалов получаются разными, есть некоторые отличия. В чашке реставратора с материалами не только песок и камни, масло и связующие, но и романтика диалога сквозь тысячелетия с древними уйгурскими мастерами. Секретный оригинальный рецепт, специально для лечения пустот и отслоений. Мы часто видим в интернете комментарии, возможно, некоторые туристы жалуются. Внутри нельзя фотографировать, и даже воду нельзя брать, и долго там находиться нельзя, не дают вдоволь насмотреться. Я знаю, что на это есть причины. Можете объяснить всем. На самом деле, главное – исходить из соображений защиты. Гроты – это, по сути, закрытое маленькое пространство. Если человек находится там долго, выдыхаемый углекислый газ и влага, когда их концентрация достигает определенного значения, сильно влияют на изменение микросреды фресок. Невооруженным глазом мы этого не замечаем, но это все же наносит определенный вред фрескам. Вот такие аспекты, которые нам нужно популяризировать в будущем. Хочется открыть много, но боишься, что придет слишком много людей. Это довольно противоречиво. Если рассматривать это с точки зрения защиты, то лучше всего вообще не открывать для доступа.
Тогда фрески находятся в стабильной среде. Возможно, они сохранятся дольше. Государство вкладывает такие огромные средства в это дело реставрации и сохранения, надеясь получить больше поддержки и понимания от общества. Наша работа по защите уйгурского наследия должна служить и этой цели тоже. Чтобы увидеть фрески, помимо посещения самих гротов, музей тоже хороший выбор. Сейчас тысячелетние изображения уйгурской цивилизации обрели сверхдолгую жизнь. От свободного просмотра туристами онлайн-гротов до кропотливой работы реставраторов, цифровые технологии глубоко вовлечены в каждый этап. Сейчас это называется цифровой реставрацией. Сначала фиксируется текущее состояние, затем с помощью компьютера восполняются утраченные фрагменты. Система обучается на базовых данных и информации и может частично восстановить изображение. Слишком совершенное произведение древнего искусства выглядит как новодел, а вот следы времени и повреждений заставляют воображение работать и побуждают докопаться до сути. Между сожалением об утратах и стремлением к восстановлению реставраторы погружены в это состязание со временем. Они восстанавливают и возрождают уйгурскую историю для размышлений будущим поколениям. Когда я останавливаюсь перед фресками, вглядываясь в пейзажи на стенах, вижу процветание уйгурской культуры сегодня, смену эпох и религий, развитие цивилизации. И пыл, с которым люди стремятся к лучшей жизни, находит отклик сквозь тысячелетия, между прошлым и настоящим.